Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф, эксперты о главном. В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей республики. С вами Ирина Ефимова. Музыка – посредница между жизнью ума и жизнью чувств, лучшее утешение, неиссякаемый источник мысли. Как только ее не описывали великие умы человечества. Но сколько ни размышляя о музыке, к общему знаменателю никогда не придешь. Правило «столько людей, сколько и мнений» в данном случае работает безотказно. Якутия – удивительный край. Морозные зимы, жаркие месяцы лета, необъятное пространство, культурное наследие разных народов. Все это находит отражение в творчестве наших музыкантов. Классика, рок, этническая музыка – разные течения тесно переплетены друг с другом, существуют и развиваются параллельно. Так за каким из стилей стоит развитие якутской музыки? И могут ли новые музыкальные жанры прожить без классической школы и понимания исторического наследия? Тема нашей сегодняшней программы – будущее якутской музыки. Путь к модерну, классика или возвращение к истокам. Несмотря на пандемию, календарь музыкальных событий в этом году очень насыщенный. Так, в апреле впервые в Московской консерватории пройдет конкурс юных пианистов имени первого якутского композитора Марка Николаевича Жиркова. Акцент сделан именно на произведениях якутских композиторов. Так, в рамках конкурсной программы у публики и участников будет прекрасная возможность познакомиться с якутскими музыкальными традициями. Также недавно стартовал 5-й международный дальневосточный симфонический семинар-форум «Цех-2021». Результатом совместной работы музыкантов станет создание новых произведений, которые затем будут исполнены симфоническим оркестром Республики Саха-Якутия. Чтобы больше узнать о свежих новостях из мира классической музыки, а также разобраться в некоторых аспектах ее прошлого, мы связались с музыковедом, доцентом кафедры истории и теории музыки, заслуженным деятелем искусств Якутии Еленой Ким-Татариновой. Здравствуйте, Елена Афанасьевна. Здравствуйте. Я очень рада присутствовать в вашей студии. Елена Афанасьевна, скажите, пожалуйста, в чем же особенности музыкальной культуры Якутии? Можно ли ее назвать уникальной? Интересный вопрос, потому что вообще понятие музыкальная культура, оно невероятно широко. И если говорить в целом о музыкальной культуре Якутии, я с полным правом могу сказать, что это действительно уникальное явление. Уникальное по своим истокам, потому что Якутия многонациональный регион, и в ней проживает огромное количество народов, народностей, каждый из которых имеет свою самобытнейшую культуру. Это культура северных народов, культура якутов, которая отличается самобытностью, архаикой, необыкновенным совершенно звучанием, который отмечают абсолютно все, кто впервые с ней сталкивается, начиная с заметок путешественников там, века XIX и заканчивая нашими современниками. И вот даже привычное всем нам, жителям региона, якутское пение с использованием горловых призвуков в кылыгах, оно совершенно необыкновенно. И вообще исследователи считают, что когда-то на всей территории Сибири пение с использованием гортанных горловых призвуков было чрезвычайно распространено так же, как звериный стиль у скифов. И то, что это сохранилось в Якутии, наверное, отчасти объясняется законсервированностью этого региона. То есть это холодная территория, где не так ярко проявляется миграция населения, как в более теплых широтах. И это способствовало во многом, конечно, сохранению очень таких древних, архаичных форм культуры. Музыкальная культура включает в себя не только понятие фольклора, это разные явления вообще в развитии музыки. Это, можно сказать, о музыкальном образовании. Оно в Якутии начинает развиваться с 1944 года, когда была открыта первая музыкальная школа. Через 4 года было открыто Якутское музыкальное училище. В 70-х появляется детская школа искусств номер 2. И этот долгий процесс завершается открытием высшей школы музыки. А это уже, так скажем, высшая ступень музыкального образования, это вузовское образование. И Якутия, чье, в общем-то, население
не превышает миллиона, то есть население очень небольшое, имеет свой музыкальный вуз. И это дорогого стоит. И благодаря вот этому многолетнему развитию, благодаря открытию высшей школы музыки, у Якутии появляются специалисты высокого профессионального уровня, что позволяет открыть филармонию Якутии, что позволяет поднять на совершенно новый уровень звучание спектакля Якутского театра оперы и балета. А если говорить о филармонии Якутии, то рождается масса интереснейших коллективов. Это симфонический оркестр «Симфоника Арктика», это духовой оркестр Лена Ривер Брас, кстати, первый созданный филармонией коллектив. Это струнный ансамбль «Симфоника Арктика», ансамбль Камерата Якутск, где работают интереснейшие музыканты и готовят хорошие программы. И благодаря также в высшей школе музыки уровень исполнительского искусства, мастерство музыкантов несравнимо с тем, что мы наблюдали, например, в 90-х годах. То есть качество исполнения мировой музыкальной классики возросло во много раз. И, конечно же, уникальность Якутии заключается в том, что у нас существует своя композиторская школа, которая, ну, так скажем, воплощает в своих творениях фольклорные истоки национальной своеобразия Якутии. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а когда в Якутии появились первые классические композиторы? Так, ну если говорить о классических композиторах, то имеется в виду, наверное, профессиональные композиторы, те, которые закончили музыкальные вузы, те, которые создают произведения во многих жанрах, так скажем, общепринятых сейчас в профессиональной музыке, то, конечно же, это Марк Николаевич Жирков, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского, который вошел в историю Якутии тем, что создал первую национальную оперу. Это очень красивая эпическая опера «Нюргун Ботур». У него она не единственная. Есть еще опера «Сыгы и Коренастыр», есть балеты, например, «Полевой цветок» и так далее. Множество песен. И Марк Николаевич Жирков также заложил основы научного изучения музыкального фольклора народов Якутии, написал труд «Якутская народная музыка», который был издан в 70-е годы, где рассматривает особенности, так скажем, ладовые якутских песен, анализирует якутские песни, рассматривает многие якутские музыкальные инструменты и рассуждает о дальнейшей судьбе якутского музыкального фольклора. А как фольклорная народная музыка Якутии повлияла на произведения наших композиторов? Хороший вопрос, но вообще на него уже, знаете, ответил задолго до меня основоположник русской классической музыки Михаил Иванович Глинка. Он сказал одну фразу: «Музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем». И, конечно же, для любого композитора очень важно идентифицировать свою национальную самобытность. И это проявляется прежде всего в национальных истоках его музыки. И поначалу любой народ, который формирует свою музыкальную культуру, стремится создать свои оперы, балеты, симфонические произведения. И изначально вот эта преемственность композиторского творчества от народной музыки проявляется в цитировании музыкального материала, и поэтому первый этап в освоении, так скажем, сложных жанров мы называем фольклорно-цитатным методом. Через это тоже прошла и якутская музыка. Это были произведения Марка Николаевича Жиркова, Гранта Арамовича Григоряна и многих других композиторов, которые, впитывая в себя вот эту якутскую музыку и приспосабливая, преломляя через европейские формы и жанры, использовали метод цитирования. Ну а вторым этапом уже в этом развитии является создание национального музыкального стиля, когда уже композитор не цитирует музыку, но его музыка начинает звучать как
почти как представление народной музыки, понимаете? Так же, как у русских композиторов, многие романсы в народе считали народными, не созданными композиторами. Также и в якутской музыке. Не обязательно это создавать даже в духе народных. Можно впитывать образы, отдельные какие-то интонации, и музыка сразу приобретает национальную характерность. Вот. И могу сказать, что все абсолютно композиторы Якутии, всех национальностей, выпускники всех консерваторий страны, они все стремились воплотить в своей музыке фольклорные черты народов Якутии. Музыкальная культура Якутии будет и в дальнейшем развиваться, удивлять, поражать и доставлять нам всем большое удовольствие. Спасибо большое за ответы. Спасибо вам за предоставленную возможность сегодня высказаться. До свидания. И всем вам доброго. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Эта фраза древнеримского поэта Овидия применима и к классической музыке, которая, хотя и следуя законам жанра, все же идет в ногу со временем. Плоть и кровь музыки – это ее исполнители, дерзновенные авторы, музыканты, певцы, которые вкладывают в ее развитие всю свою душу. Несмотря на то, что служат они одной цели, музыкальные вкусы и подходы у них совершенно разные. И сегодня мы решили поговорить с представителями разных музыкальных направлений, обсудить с ними особенности жанров, в которых они выступают, а также узнать, зачем же все-таки будущее. С нами на связи певица, участница шоу «Голос», а с недавнего времени лучшая ученица Гнесинской академии Валерия Миронова. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, мы хотим вас поздравить с успехом. Вы настоящая гордость для всей республики. Спасибо большое. Спасибо. Приятно. Расскажите, пожалуйста, как же вам удалось добиться такого результата? В каком жанре вы сейчас выступаете? Ну, прежде всего, я считаю, нужно выразить огромную благодарность моим родителям, которые с самого детства привили мне любовь к музыке. Они отдали меня в музыкальную школу Нижнекурановскую. Я родилась в поселке Нижний Куранах. Вот. И до 16 лет свой музыкальный вкус я воспитывала именно в этом поселке. Сейчас я работаю и в жанре джаза, и в эстрадном жанре. Я очень люблю советскую музыку, на самом деле, песни военной тематики. То есть это вся музыка, которая не лишена смысла. Вот. Тексты песен, в которых очень мало заложено, ну, в принципе, как и воспитание души, да, какие-то морали. Такие песни, такая музыка меня не интересует. Спасибо. А вот в участии в музыкальном проекте «Голос» помогло ли классическое музыкальное образование конкурировать с участниками со всей страны? Смотря что вы подразумеваете под классическим образованием, потому что специальность, на которой я и в Новосибирске обучалась, и специальность, которой я занимаюсь в Москве, она является эстрадно-джазовой, то есть это немножко другое, и есть некоторые отличия все-таки с классическим образованием, поэтому даже, наверное, будет лучше сказать, что образование эстрадно-джазовое, оно помогло участвовать в проекте «Голос». Вот. Ну да, все-таки это немножко разное. Классическое образование и эстрадно-джазовое. Вот. Но, безусловно, все мы учимся на классике всегда. И с классики начинают все, без исключения, музыканты. И будь то музыкант, будь то певец. Прежде всего, сначала мы получаем классическое образование, изучаем классическую музыку, слушаем классических композиторов и на ней, собственно, и воспитываемся, развиваем свою культурность, так скажем. Вот. Но, конечно, многие от этого отходят, и это сразу сказывается и, опять же, на культуре музыкальной у нас. Вот. Слышно. И достаточно обратить внимание на наших современных певцов в индустрии
музыки. Вот. Там, конечно, у нас есть некоторые проблемы, скажем так. Вот. Спасибо. А если вот говорить о современности, вы следите за новыми музыкальными жанрами Якутии? И как к ним относитесь, если что-то слышали? Да, честно говоря, я на самом деле поддерживаю достаточно такие сильные плотные связи с республикой. Мы очень хорошо общаемся с некоторыми ребятами. Я знаю очень много ребят, музыкантов, коллег, которые развиваются в столице на данный момент. В Новосибирске у меня на самом деле очень много коллег тоже с Якутии, со своей республики родной. А, ну и за развитием музыки в Якутии я, конечно же, слежу, да. То есть, ну, мне на самом деле очень интересно, как у нас развивается республика и в музыкальном плане, и просто в общем смысле. Вот. Так что связи поддерживаю. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо большое, спасибо. Появившись в середине 20 века на Западе, рок на долгое время стал символом безграничной свободы самовыражения, запретным плодом музыкального мира. Рок-группы собирали многотысячные стадионы, фестивали рок-музыки становились событиями мирового масштаба. Оставаясь в границах жанра, рок, тем не менее, менялся в зависимости от культурных особенностей того региона, куда он приходил. Узнаем об особенностях якутского рока и взгляде якутских рокеров на развитие музыки в республике у гитариста якутской рок-группы Eight Faces Игоря Назарова. Здравствуйте, Игорь. Я всех приветствую. Расскажите нам подробнее о вашей музыкальной деятельности и о вашей группе. Основная моя деятельность заключается в том, что я работаю в школе современной музыки, а, также известный под более простым названием Дом музыкантов. Вот, открылись пару лет назад в городе Якутске. К счастью, успешно пережили пандемию и не побоюсь такого, ну, фразы, лозунга, да, о том, что пытаемся вырастить новое поколение музыкантов, в том числе и рок-музыкантов. Скажем так, это наша цель. А как в целом развивается рок и панк-музыка в Якутии? Ну, что я думаю о развитии рок-панк музыки в Якутии? Рок-музыка, безусловно, сама культура, но развивается волнами скорее, да, то есть если посмотреть, какая-то условная движуха была и в конце 80-х, и в 90-е, и, собственно, в нулевые, и до сих пор она есть. Ну, по ощущениям, вот так, глядя на все это, периоды друг друга сменяют: то застой, то развитие, то застой, то развитие. Вот условно там говоря, когда я активно начал выступать, период там с 2010 там 11 года по 2016 чувствовалось развитие, потому что было огромное количество больших фестивалей, крупных концертов, где набивалось какое-то неприличное количество народу, и у людей был интерес, ажиотаж. Последние годы наблюдается скорее упадок. Ну, в том числе, конечно, из-за пандемии коронавируса и прочих вещей. Но на самом деле дело не только в этом, а в том, то, что меняются тренды, меняются поколения, вкусы молодежи и так далее. При этом, конечно, у нас по-прежнему есть и среди молодежи огромное количество талантливых ребят, там виртуозно играющих гитаристов, барабанщиков, текстовиков, то есть они были, есть и будут, в принципе. Другое дело, что именно с точки зрения организаторской, с точки зрения бизнеса, скажем так, ну, потому что одно дело просто играть музыку, да, а другое дело именно заниматься организацией каких-то мероприятий, фестивалей, продвижением артистов. То есть этим, как правило, занимаются не сами музыканты, должны, во всяком случае, заниматься, а конкретные какие-то люди. То есть концертные агентства, да, этим должны какие-то заниматься СММщики, пиарщики, то есть работать, ну, как правило, над этим работают разные люди. И все упирается в то, что когда есть, скажем так, активные, инициативные люди, которые делают всю эту движуху концертную и так далее, тогда условная тусовка есть. Как только это пропадает, оно пропадает, собственно, вот. Ам, Сейчас, ну, после 5, наверное, лет, такой стагнации, застоя, чувствуется опять ощущение того, что люди изголодались по концертам, появляется много молодых талантов.
ограничения, связанные с коронавирусом, сейчас потихоньку снимаются, то есть начали проводить различные концерты, ну, потихонечку там, какие-то небольшие, и люди на них приходят, чувствуется спрос. Поэтому надеюсь, во всяком случае, очень топлю за то, что мы стоим на пороге сейчас нового, скажем так, рывка, что будем что-то делать, и что якутские рок-музыканты наконец-таки заявят о себе, в том числе и за пределами республики. В принципе, такие прецеденты уже были, но я имею в виду о чем-то более массовом, естественно, чтобы артисты стали узнаваемыми, чтобы сделали наконец-таки какой-то контент, о котором узнают, дай бог, не только во всей стране, но и в мире, может быть. Посмотрим, как сложится. Несмотря на то, что я смотрю на все это позитивно, есть, конечно, и минусы, да. Спасибо. А оказывает ли влияние на ваше творчество якутская история, особенности фольклорной музыки? Ну, вообще нужно сказать о том, то, что сочетание всяких этнических, национальных вещей с рок-музыкой — это вообще идеальное сочетание на самом-то деле. То есть многие местные группы, они используют это как фишку. Ну, естественно, там национальная лирика, да, исполнение на якутском языке, добавление всяких там инструментов типа того же хамуса, допустим, и так далее. И тематика, собственно, текстов соответствующая. Далеко ходить за примерами не надо. Та же группа 103, например, не побоюсь этого слова, легендарная на местной сцене. А, Много удачных примеров, да, когда именно какие-то национальные вещи, история родной республики положительно влияет и сказывается на творчестве местных музыкантов. Но в целом, опять же, это субъективно. Кто-то интересуется историей и использует это в музыке, а кто-то просто любит музыку и играет ее, и его не особо волнуют там какие-то корни, исторические моменты и так далее. И уж тем более там фольклор какой-то, еще какие-то вещи. Тут тоже, опять же, субъективно. На мой личный вкус это удачное сочетание. Мне такие вещи, например, нравятся. Все, что я могу сказать. Спасибо. Большое спасибо за вопросы. Всем пока. Многообразие жанров и стилей – это залог комплексного развития музыки. Идея появляется за идеей, когда подходы и разные взгляды на музыку дополняют друг друга. При этом, благодаря сотрудничеству исполнителей и различных школ, рождаются настоящие шедевры. Музыканты Якутии пользуются популярностью не только у себя дома. Интерес к уникальным направлениям в якутской музыке растет и за границей. В 2019 году известная американская журналистка Сабра Айрис приехала в Якутию для того, чтобы собрать материал для новой статьи. Когда статья была опубликована, в музыкальной среде Лос-Анджелеса произошел настоящий фурор. Там узнали о якутском панк-роке. Узнаем, к каким выводам пришла Сабра Айрис в своей работе. Good night, Sabra. Здравствуйте, Сабра. Здравствуйте, как поживаете? Fine, thank you. Please tell Спасибо, us, все how отлично. did you Сабра, decide to расскажите, go как вы to решили поехать в Jakutия Якутию и and to почему write начали and start писать о writing about панк-роке? Вот punk что rock? для западной What аудитории is значит Jakutian punk якутский rock for панк-рок? Western audience? Что ж, идея на самом деле пришла от моего фотографа, который вообще фанат всего панк-рока. Он наткнулся на некоторые группы из Якутска в интернете и в социальных сетях, и у нас возникла идея поехать в Якутию. Могу сказать, что, конечно, для американца Якутия — это своего рода экзотическая мечта, конечно же, из-за удаленности республики и сложной доступности. А из-за того, что в таком холодном районе люди играют и любят панк-рок, тема звучала интригующе и интересно. Итак, когда мой редактор согласился и решил, что мы можем поехать, это было для нас своего рода мечтой и удивительной возможностью. And what are the futures of punk rock from А в Yakutia? чем Is it особенности панк-рока из known Якутии? after И you может он стал популярен после выхода article in вашей the статьи в USA США on the или в other других countries? странах? Могу сказать, что статья определенно стала интересной для многих моих коллег и читателей. Я не знаю, прославилась ли какая-либо из якутских групп благодаря моей статье, но, безусловно, многие оценили материал и мою работу как журналиста. Это одна из написанных мною историй, которую люди помнят.
И, похоже, они не помнят ни одного моего глубокого анализа, к примеру, отношений России и Запада, ну или другую серьезную тему, которую я освещала. Но они помнят эту статью, и мне это как раз очень нравится, потому что она рассказывает о той части России, о которой многие люди не знают. И это было своего рода откровением для них, что панк-рок, такая энергичная и эмоциональная музыка, существует здесь. Поэтому статья действительно привлекла внимание людей к Сибири, к Якутии, и это здорово. It's really cool. Да, это действительно здорово. А как вы думаете, в чем различие между якутским и американским панк-роком? Well, I suppose it's in the lyrics. Of course, punk rock originally began as Что ж, a я полагаю, rebellion дело в against лирике, everything. конечно. So Панк-рок a изначально rebellion зародился against как некое capitalism, восстание против всего на against the свете, как восстание establishment, против against the капитализма, government. против And the истеблишмента, lyrics против really правительства, и тексты speak to that. действительно говорят And об I этом. think that from what I understand, Из того, что я понимаю, а I я can немного understand понимаю some of русский the язык, Russian конечно, не могу language понимать якутский, punk rock from Yakutia, but I can но то, что я understand услышала, when что it's панк-рок in из Якутии больше о in восстании Sakha против некоторых экстремальных language. условий, And it's с more которыми вы about, it's actually сталкиваетесь каждую more зиму about или когда становится rebelling супер жарко against летом. some of the extreme environments that И, Yakutia как я survives поняла in the из winter, разговоров с certainly, and when it музыкантами, gets их really песни hot о in той скуке, summer, and которая бывает coping зимой, with когда ты that, так много времени particularly проводишь as дома. the musicians described to me, is that boredom that happens in the winter when you're inside so much. Oh, thank you. And have you heard ever А other слышали ли music вы from когда-нибудь Yakutia? другую музыку из Maybe Якутии? some Может быть, Yakutian фолк rock или or рок или folk music or этномузыку? ethno? Not so much. When I visited Yakutsk, I visited Я не так one много of the слышала places I различной went to was музыки, the когда high была в school where Якутске, they но were я была в одном месте в practicing средней some of школе, these где играли bands, и and it практиковались happened ребята. that there was Они one of играли the разную school музыку. groups was Случилось так, practicing что одна on из школьных групп репетировала drums на that are, барабанах что-то I guess, этническое из from вашего that region, региона. and И я была I was sort потрясена of blown красотой away by музыки. that. I thought that was Это было really очень круто. interesting and Еще могу cool. сказать, что я слышала о вашей киноиндустрии, о том, I knew насколько about она that. And at популярна, first, I насколько heard about популярны your фильмы из film Якутии. industry, and how popular that is, the films from Yakutia. And you were in Yakutia in winter. Would you like to Вы come были в back in the Якутии зимой. summer Не and хотели бы вы listen to приехать летом и some послушать музыку Yakutian на music природе? in nature? Летом у нас You know, it's достаточно pretty жарко. hot here in summer. Yeah, I was aware of that. Listen, Да, я I will come to наслышана и с Yakutia радостью бы anytime I послушала can. музыку. Я I приеду к вам в любое really время, как только sincerely это станет thought возможным. it's Я one of, I've действительно traveled all искренне over считаю, что Russia, Якутия самое and любимое it мое is место в вашей my стране, most favorite а я place that I've объездила всю been. Россию. I found А the еще я people считаю, что люди у вас в really Якутии interesting, очень and they were интересные, они very были так friendly, дружелюбны со мной. И особенно по compared сравнению to с тем, what что you мы often часто find in встречаем в Moscow. Москве. Вот, к примеру, помню, что я заблудилась на улице и смотрела на свой телефон. Конечно, у меня замерзли пальцы, а люди останавливались и спрашивали, могу ли я вам помочь, куда тебе надо дойти. Так что да, в любое время вы можете меня пригласить, и я с радостью приеду в любое время года. I would love to come, whatever time of year. You are welcome, Sabra. And, Большое thank you very спасибо, much. Сабра. Спасибо за Thank you very ответы much на for наши answering our вопросы. Мы questions. желаем вам We спокойной wish you ночи. good night. Thank you. Спасибо You too, большое. thank you. Панк-рок не единственный жанр якутской музыки, который заинтересовал американскую публику. На одном из самых популярных телешоу в США наши исполнители произвели настоящий фурор. Так этнодуэт из Якутии использовал в своем выступлении технику горлового пения. Зрители в зале аплодировали стоя, а судьи единогласно пропустили их на следующий этап проекта. Сегодня с нами на связи исполнители из группы «Олох», сумевшие впечатлить американскую публику. Зарина Копырина и Андреас Саверанян Урумидис. Добрый день! Уруяйхал, сахамсире. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к идее участвовать в американском шоу талантов и чем обусловлен выбор такого жанра произведения? Спасибо за вопрос. Мы давно хотели попасть именно на самое большое шоу талантов в мире. Это America's Got Talent. Америка ищет таланты. Приехали мы 3 года назад в Штаты, и буквально через
5 дней, да, по-моему, мы с тобой Да. поехали в Аризону на последний кастинг, на последний день кастинга, и тогда мы не попали. Потом второй год мы тоже пытались, тоже не попали. И вот третий год уже по стечению обстоятельств нас уже позвали на этот проект, потому что до этого нас уже видели, и мы тоже поняли, как вообще вся индустрия работает, шоу талантов, и вот выбрали такой путь. И в итоге мы попали, и нас вели наши предки, наши духи, мы хотели именно Наши мамы за нас молились, я попасть, помню, все да. друзья. Пожалуйста, мы вас верим, давайте, ребята. Мы так искренне очень тоже верили, очень сильно. Да, мы хотели именно показать северную культуру. Там просто был выбор песен. Мы показали и на традиционную песню на языке саха. И второй выбор это был зомби, да, Cranberries. И так как это у них есть определенные правила, мы выбрали зомби. И мы показали вот творчество Олекса совершенно с другой стороны. Вот. Такие шоу талантов, они окрыляют, они вдохновляют, они именно ведут тебя в профессиональную деятельность, потому что это огромная компания, там трудится очень Но много людей. Наверное, мы в первый раз с тобой видели такой уровень высокий, Да, профессионализм. Да. именно американский уровень. Ну, такой качественный, да, очень. Мгм. Даже немножко переживали из-за этого сильно. Да. Очень камер, все так серьезно. Очень хорошие люди, добрые. Что вы хотите рассказать своей музыкой? Да, горловое пение, именно техника дыхания, имитации оленя, северного оленя, который используют коренные малочисленные народности не только Якутии, но и Сибири, а также и в Канаде инуиты. У них есть очень аналогичная техника пения. Я не знаю, это пение или нет, это трансовое, да, вот скорее всего, как дыхание, и я называю это Rainier Breath, то есть дыхание северного оленя, и называю это как битбокс. Очень интересно сочетать ритмы, так как Андреас у меня очень продвинутый в ритме, он родился. Такая работа просто. Родился с барабанами на руках. И он меня учит ритму, и очень сильно у меня тоже развивается вот этот вот битбокс, да, горловое. И то есть там, когда ты сочетаешь с очень интересными, сложными ритмами Андреаса именно вот этот горловой ритм, который я делаю, то получается совершенно новый стиль. Ну да, это правда интересно. Как вы думаете, будет ли расти интерес к подобной фолк-музыке в Якутии и в мире в целом? Я могу сказать, что интерес всегда будет к фолк-музыке, так как, мы с Ириной любим так говорить, раскрутило время и обстоятельства. Музыка настолько популярная во все времена, что она передавалась по наследству, она передавалась то есть детям, потом правнукам, поколениям. Дело в том, что этническая музыка, фолк-музыка, непосредственно фолк-музыка, она имеет очень большую базу. Когда мы, как я как профессиональный музыкант, у меня есть образование, когда мы изучали классическую музыку, нас молодежь не особо интересовала само звучание почему-то, да, то есть я, допустим, любил классику, но я не мог на ней фокусироваться слишком сильно, я больше любил модерн, какие-то современные искусства. Но когда мне рассказывали про классику, про Бетховена, Баха, Стравинского, Чайковского, я очень трепетно воспринимал эту информацию, потому что у нее есть очень глубокая история. Фолк-музыка, она имеет очень глубокую историю. Людям интересно больше окунуться в прошлое через музыку и понять, почему это было написано именно так, почему столько чувств, почему такие слова. И те, кто заостряют на этом внимание, они начинают постепенно понимать и чувствовать это внутренним миром. Сейчас в Европе и в Америке непосредственно очень яркое выражение этой культуры, потому что люди спустя большое количество времени обратили на это внимание, потому что эта музыка, она имеет форму вечности. Если в этой форме вечности вы испытываете чувство радости и счастья, и вы гармонизируетесь в этом, то, естественно, эта музыка, она имеет, во-первых, место быть всегда.
неважно, она сильно популярна в данный момент, либо она не особо сильно популярна, она всегда будет достойно нести вот это вот название богатая, необычная, красивая, загадочная, утонченная музыка, этническая и фолк. Поэтому мы с Зариной всегда верим и всегда поддерживаем эту информацию в наших композициях. Конечно, мы сочетаем современные стили, потому что база этническая музыка, но обвертка у нас, конечно, все-таки современная. Это новое звучание, это подход такой более современный. Но, как видите, народные песни якутские настолько прекрасно ложатся на современный лад, что людям это очень нравится, и нас все-таки называют как бы этническим проектом, но почему-то мы очень модные при этом. Ну, модные в хорошем смысле слова, не модные, как бы... В тренде. Да, в тренде. У нас звучание все-таки сделано в ногу со временем. Оно даже немножко опережает, кстати. Я вот слушаю наши старые композиции, там очень интересные есть решения, очень интересные есть идеи. Мы, например, с Зариной пропускаем эту музыку через себя, через свое сердце, через свои чувства. Если мы от этой музыки испытываем большое счастье, удовольствие, творческий такой максимальный выхлоп, то мы с этим просто делимся потом с людьми. Да, нас называют и фолк, и этника, и natural sound. Нас по-разному называют. Но действительно, Электронная музыка. да, но мы все равно как бы несем с собой две стихии. Это древнее искусство самовыражения и, конечно же, новые стили, новое звучание и очень новые современные технологии. Мы поддерживаем как бы два мира, и, как видите, он очень хорошо с этим гармонирует, поэтому мы верим в фолк, мы лично знаем 100%, что он никогда не умрет, и мы знаем прекрасно, что он будет всегда модернизироваться и видоизменяться. Это вот лично наше такое вот мировоззрение и ощущение. Большое спасибо. Спасибо вам большое за все. С вами была группа Volox, Зарина, Андреас. Улахан Махтал. Спасибо большое. Родная Якутия. Сахам Серя. Өрю Сверяхпер. Хорошая музыка, какого бы жанра она ни была, объединяет и вдохновляет. Будь то исполнители классических произведений, этнических мотивов или рокеры, в центре творчества музыкантов все равно остаются одни и те же по-настоящему важные темы. Вечно меняющаяся жизнь, радости и печали, взлеты и падения. Будущее якутской музыки как раз в тесном взаимодействии между, казалось бы, совершенно разными школами, в обмене опытом, в осмыслении традиций разных народов и огромного культурного наследия нашей страны. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая, Ирина Ефимова.